колхозный ковер поставил, то есть пастух он был. И вот он вышел, а мне в машину посадили, и нас и так увезли. Отец остался, да? Вас без него увезли? Да, ну потом мы соединились где-то и в Шато или где, не знаю, отец я. А мачеха, она пропала, не знаю куда. И так вот. И вы остались там одна, когда приехали, да? Отец по дороге? Потом нашелся. Потом он пошел на работу, он кочегаром пошел по работе. Я помню, он уголь клал в паровоз, когда вечер приходил, он щепочки приносил, я помню. А вы одна были или еще кто-то в семье был? Не было у меня, мачеха, она ушла, отказалась от меня. Но не было, там в то время там не найти было никого. Все сюда-сюда, отец на работу идет, я одна. В нашем бараке вообще чеченцев не было, в другом они были, в другом бараке. Так это бараки разные, так стояли. Гушбацем. Вот так. Ах, по дороге, с дорогу и это утро, вы помните? Утром рано-рано. Когда рассвело. У вас еда с собой, одежда была? Вы? Ничего не было, нас не доставляли. Наши солдаты, вот эти русские, они гоняли. Идите, выходите, выходите. Все, гоняй, гоняй, гоняй. Всех выгоняли. Толкали, заталкивали в машину. Грузовую машину засунули нас и отвели в район. Вот. Отвезли. Отвезли нас. И вот потом пассажирский, который возит уголь, все, туда нас засунули. По дороге хылок лица и ша. Туда нас всех поселили. А что, думаешь, пассажирские нас посылали, что? Когда кто умирал, они сажали. Вот если Мусултау, село, а потом оттуда другое село, умрет, возьмут человека, посадят, он оставался, ты не мог своего человека хоронить или с ним что-то делать. Они вот тут ложили его, и тебе поезд должен быть дальше идти. Поезд дальше. Поезд не ждал тебя. Тебя не ждал, и того, который высадил, тоже не ждал. Вот так. Брат, сестра. Да. А потом, когда отца когда не стало? Потом он заболел. Вам было сколько лет? Это было 8. И вы остались одна? Да. Нас забирали всех. В Угланов какую-то забрали нас. Всех собирали. И вы попали в детдом, да? Да, в сторону Алматы, Чулкар, станция Чулкар, туда заход солнца. Туда нас повезли всех детей, маленьких, больших, все равно всех смешали. Все туда. Мы от голода уголь достали, уголь ели. Вот так. Корбой, который был от барах, масок, я у меня сердцала. А в детдоме как жили? Ну, в детдоме чуточку давали. Там с работы, из армии пришел один наш Жариков, был директором. Он старался, доставал кое-где что. Фронтовик, да, он? Ну, он, руки у него оторвать такие были. Мы его дети называли Культяпин. А у него руку отворозил, не было. Он когда бабушка, он вот так. Тыкал нас, ну, наказывал вот так вот, бабушка. Да. Жариков был директором у нас. И оттуда нас в 52-м году привезли сюда, в город. Потом его отец, еще собрались мои родные, мне дали вот этого мужика, который жил, его они нас соединили, сами соединили. Мы так не видели, чтобы Айол там, Айол, это не было. Но он тоже жил, вы в одной семье жили? Нет, мы не жили, он в Фузово был, совсем в другом месте он был. А, в Фузово. Он совсем в другом. Он больше был, а я меньше была. Отец и его друг, они же рядом, у нас одна крыша была в Казахстане. Они решили, что их нужно поженить. Ну, видимо, какую-то симпатию они учуяли. Как звали отца? Отца звали Сайда Ильясов, а друга отца Ахмадов Дабы. И они этого парня, который жил у нас в семье, они его отправили
на учебу в ФЗУ, и он устроился на работу и ушел жить в общежитие. После этого, через несколько лет, они решили их поженить. Вот так они поженились. И у них родилось сколько детей? Еще в Москве. Хаос, шит. О, моя. Лошадь, они все умирали, кто есть Осталось 7 сыновей, девочек. И Ну, у вас вот такая вот получилась свадьба, что вас воссоединили. Не, нас... Ну, вы об этом когда-нибудь жалели? Нет, это они свои были, все они пришли, и там лошадь. Так вот, Между собой. так не было, там Лаузарейшей Оши там не было туда. Они соединились, вот отец его, еще 3 человека пришли, вот так вот. Лоузариш ищем цухайна, хилша мацара. Кто тут, может, был, кто богат, а там богатых не было. Не было в то время. Каким вам запомнился вот этот мужчина, который вас забрал из детского дома? Ну, Он хороший, как отец был. Он жалел меня. Он не дал бы никому не дотронуться. Там были и такие были. Вот я дала Хисаган Тхайнару. Вот такие были, такие. Но некоторые бывают такие, что реально, а мне как раз 14-15 лет было. Я хулиганкой была. Я вечно дралась с пацанами. И хотела драться с ними, и не хотела никаких с ними. Там еще там разговор туда-сюда. А там много было. Кто живет в жилье, открыточке, станции такое. А его жена как к вам относилась? Его мама, Да. она, как мама моя тоже. Они маленькие были, она и Хабиля. Они были по 3 года им. А мне туда 14, 13 было, 15. Он хороший был, как отец был. Они все были у меня со мной хорошие. Как вы думаете, как сложилась бы ваша судьба, если бы этот человек не взял бы вас? Ну, там как раз везли туда, в это село, ну, как Мусултан Ильич Халкивай, везли фузушников. А они их привезли, а я боялась я. Ну, боялась, потому что мы в обществе были, всегда в доме, общество, там всякие люди, там нам не давали нас, чтобы обижали, там, чтобы большие на нас что делали. Нет, над нами был начальник, завуч был, директор был, врач был, в доме, когда мы. А так, я, конечно, если бы он не был, откуда я знаю саму, что было. Если кто победил, может, победил, а я сама тоже хорошо цапалась, драться любила. Ну, а если вот вы не встретили бы его, он не постарался бы устроить вашу личную жизнь, вы бы были тем, кем вы являетесь сейчас, мусульманкой, бабушкой? А там собрались, когда в селе, где не живой, адрес Божий, был мужчина, и он говорит, что вот это, она с духе чеги аюэр, чеги дешим волнах или чатыру. Он как он по каким лицам он меня узнал и знал. Вот он мне вот так передал вот что Ахмаду, от Ахмаду Деба и Сайда, они жили как 2 брата. Под одну крышу, у них дом был один. Они были как 2 брата. Вот так вот. И вот они все так вот жили. Ну, вы сама Халкилоевская, да? Да, но тогда я не знала сказать, что Халкилоевская или откуда. Даже если А сейчас знаете, да? По-русски только, по-нашему, я хорошо не. Я лучше по-русски поговорю, чем это.